Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Специалисты управления ЖКХ сегодня проинспектировали ситуацию с уборкой снега во дворах. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Молодые профессионалы. Студенты Сосногорского технологического техникума взяли призовые места регионального этапа международного движения World Skills Russia. Торжественное обещание. Пятиклассники кадетской школы Сосногорска в День защитника Отечества принимали присягу. «Орленок-2019». В 4-й городской школе стартовал муниципальный этап республиканской спортивно-патриотической игры. Очищен ли двор от снега и наледи? Не свисают ли угрожающие снежные навесы с крыш многоквартирных домов? Эта тема остается в центре внимания отдела муниципального контроля управления ЖКХ. Сегодня в очередной рейд по сосногорским дворам вышла и наша съемочная группа. Дворовая территория многоквартирного дома – зона ответственности управляющей компании. Зато, насколько качественно производится ее очистка в зимнее время, вправе спросить в первую очередь жильцы, но не только. Отдел муниципального контроля делает это регулярно. Управлением ЖКХ составлен и согласован ежедневный график уборки придомовой территории совместно с УК. И проверка производится ежедневно. Специалист выезжает вместе с представителем управляющей компании и проверяют придомовую территорию. Чтобы была почищена территория, чтобы не было навесов снежных, сосулек. По оценке специалиста, в этом году практически все управляющие компании с этой работой справляются. Жалоб от жителей поступает все меньше. Особых нареканий не было. Главное, чтобы не было снежных навесов, чтобы не пострадали жители, и сосулек. Придомовая территория чистится регулярно. У них есть свой график по очистке спецтехникой придворовой территории. Однако, если нарекания по состоянию дворов в зимнее время все-таки есть, то молчать об этом не стоит. И поступать в таких случаях надо следующим образом. Жители, если недовольны, они пишут, они, конечно, обращаются в управляющую компанию свою на устранение недочетов. Если управляющая компания не отреагирует, они могут обратиться в управление ЖКХ, написать обращение, и мы тогда уже будем заниматься проверкой управляющей компании. По итогам каждой проверки в обязательном порядке составляется акт, в котором подробным образом указываются замечания, если они есть, и выписываются предписания по их устранению. При необходимости проводятся и повторные проверки. Сегодня во время рейда нарушений не выявлено, но, как говорят специалисты, впереди весна. А это значит, что контроль за состоянием крыш и дворовых территорий будет усилен. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сегодня в Сосногорске стартовал муниципальный этап республиканской спортивно-патриотической игры «Орленок». Мероприятие ежегодное, и наш район постоянно принимает в нем участие. Сегодня старшеклассники проходили рубеж «Защита». Об этом в нашем материале. В спортзале 6 команд. Каждая представляет свою школу. На общем построении главный судья приветствует участников. Ребята, в свою очередь, докладывают о готовности к началу выполнения испытаний. Товарищ главный судья, команда СОЖ номер 3 на соревновании построена. Этап «Защита» – это в первую очередь отработка навыков, которые ребята получают в том числе и на уроках ОБЖ. Сегодня команды соревнуются в надевании противогаза, а также общевойскового защитного комплекта. Здесь нужно сделать все не только быстро, но и правильно. Перед началом небольшой инструктаж. Особое внимание уделяется типичным ошибкам. Не задержали дыхание, не закрыли глаза, не сделали резкий выдох, не сделали перекус. Но, несмотря на это, без ошибок все равно не обходится. Газы. Одна ошибка перекос. Для ученицы 4-й школы Виктории Мироновой, которая принимает участие в соревнованиях не в первый раз, самым сложным оказалось надеть противогаз. Самое сложное, наверное, одевать противогаз, так как, во-первых, с закрытыми глазами надеваешь, во-вторых, не очень долго обучали этому, и это очень трудно одевать на время с закрытыми глазами, плюс затаив дыхание. Следующее испытание, которое ждет команды – огневой рубеж. Оно пройдет во вторник в 5-й Сосногорской школе. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С 18 по 22 февраля в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе прошел уже 4-й по счету чемпионат «Молодые профессионалы». Участие в нем приняли и студенты Сосногорского технологического техникума.
Всего 198 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет, за работой которых внимательно следили 226 экспертов. Хотя история этого движения началась в 50-х годах прошлого века в Испании, уже сейчас оно охватывает 78 стран, в которых регулярно проходят чемпионаты профессионального мастерства. А в нашей республике это эффективный инструмент, ведь его цель – повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и популяризации рабочих профессий. Мы видим, что стартовав всего 3 года назад, движение наращивается, но уже сегодня мы можем демонстрировать соответствие мировым международным стандартам по 23 компетенциям. Это значит, что именно по ним на высочайшем уровне ведут подготовку в системе среднего профессионального образования наши все учреждения. Это значит, что именно по этим 23 компетенциям наши талантливые дети, студенческая молодежь может демонстрировать свою успешность. В последующем участвуем в чемпионате федерального уровня. 23 компетенции. Одни из них – сварочные технологии, обслуживание грузовой техники, поварское дело, а также ремонт и обслуживание легковых автомобилей, где преуспел и наш студент. Дмитрий Шкотов учится по профессии автомеханик. На этом чемпионате был удостоен медали за профессионализм. Были проблемы, ошибки, нам надо их просто устранять. Там на каждом модуле были ошибки, и чем больше ты найдешь и исправишь, тем больше у тебя будет баллов за исправление ошибок. Для молодых специалистов это возможность проверить себя и самоопределиться, так как среди экспертов не только преподаватели, но и потенциальные работодатели. Особо талантливые именно здесь, как правило, получают первые предложения по трудоустройству. Так, например, студенту Игорю Рочеву такое предложение поступило. Познакомились с участниками и с остальными тоже. А работать тебе где, говорят, подсказывают предложение? КамАЗ-центр. Сыктывкаре. Сыктывкаре? Да, на собеседовании, да. Сейчас, пока вы ездили, да, вам туда? Да. Ну, из-за конкурса, что мы участвовали, вот там всегда выдали сертификаты на это. На работу предложение. Эксперты, в свою очередь, подготовились полноценно. Перед чемпионатом они даже прошли обучение и спецподготовку. Сосногорскому мастеру производственного обучения технологического техникума тоже выдалась такая возможность. Как признался сам Александр, в роли эксперта он не впервые. И каждый раз с большим удовольствием принимает участие в чемпионате. Это хороший опыт, в первую очередь. То есть они уже не будут бояться где-то на предприятиях в дальнейшем. А вот вам как эксперту это вообще интересно? Да. Чем? Все равно видно свои ошибки. Есть над чем поработать в дальнейшем. Ну и сам бы попробовал. Когда WorldSkills только пришел в Коми, на базе образовательного учреждения была размещена только одна компетенция – кондитерское дело. Тем не менее, уровень конкурса растет, а вместе с ним желание участников и организаторов развиваться. Ведь это не только хороший способ показать свои навыки и в первую очередь себя, но и набраться бесценного опыта. Влада Гришаева, Анна Зубарева, Иван Богомолов и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Пятиклассники кадетской школы в минувшую субботу принимали присягу. В торжественной обстановке они произнесли клятву, а также получили первые в своей жизни погоны кадета. Павел Дурников об ответственном шаге юных сосногорцев. Смирно! Здравствуйте, кадеты! Воспитывать в себе лучшие человеческие качества, неукоснительно соблюдать законы чести кадета, обещания, которые в этот день произносит пятиклассник. Простые истины, следуя которым можно воспитать в себе не только волю и характер, но и верность своему отечеству. Добровольно принимаю на себя благородное и почетное звание российского кадета. Торжественно обещаю верно и самоотверженно служить своему отечеству. Чеканя шаг, мимо рядов проходит флагоносец. В его руках знамя кадетской школы. Именно ему и присягают юные мальчишки и девчонки. Поочередно целуя знамя школы, эти пятиклассники вступают на новую ступень своей жизни – гордо нести имя кадета. После старшие наставники, а также приглашенные вручили ребятам первые в их жизни погоны. А вот о значимости школы в жизни Сосногорского района отметил в своей речи глава муниципалитета. У нашей кадетской школы славная история. Ее воспитанники служат лицом нашего города, а педагоги пользуются заслуженным уважением. И именно поэтому вступить в ряды кадетского братства очень почетно.
Глава района пришел не с пустыми руками. Директору школы он вручил сертификат на укрепление материально-технической базы и сертификат на участие ребят в 14-м Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов в городе Героя Севастополе. Успехов в учебе и жизненном пути желал в этот день ребятам и председатель Сосногорского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Жигунов. Одно хочу еще вам пожелать, чтобы ваш путь, который у вас еще впереди, он был светлым, он не проходил через войну, пусть он будет боевым, но в большей степени он все-таки был, наверное, романтическим. А если из школьной программы добавить, наверное, для вас, для всех, планы наполеоновские, пусть у вас у всех будут, а победы будут вот именно кутузовские. Отметим, что в рамках торжественного обещания кадета особо отличившимся ребятам из-за успехи в учебе были вручены благодарственные письма. Завершилось мероприятие концертом, участие в котором приняли как свежеиспеченные кадеты, так и те, кто уже в этом году будет сдавать выпускные экзамены. Павел Дорников, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь о спорте. Сосногорские футболисты взяли серебро и бронзу межрегионального турнира по мини-футболу, который завершился в минувшие выходные. Игры проходили сразу на двух площадках в Ухте и Сосногорске. Среди участников команды 8, 9 и 10, 11 годов рождения. По результатам игр команда «Метеор-2008» взяла серебро, у другой сосногорской команды – бронза. О том, чем еще запомнилась прошедшая неделя в спортивной жизни города, короткой строкой. Сборная команда Коми «Север», в составе которой играли хоккеисты Воркуты, Ухты и Сосногорска, заняла первое место второго тура первенства Северо-Запада. Игры завершились на минувшей неделе в Ухте. На втором месте Коряжма замыкает тройку Мурманск. Еще одна команда Коми Парма на 4-й строчке турнирной таблицы. Отметим, что в середине марта сборная Коми отправится в Череповец на первенство России по хоккею с шайбой. В Сосногорском физкультурно-оздоровительном комплексе в День защитника Отечества прошли соревнования по тэквондо. Среди участников около полусотни ребят возрастной категории 6+. Спортсмены приняли участие в личном и командном туле, а также в спаррингах. Отметим, что в рамках соревнований ребятам были присвоены спортивные разряды. Любители баскетбола в минувшее воскресенье открыли спортивный сезон первым туром Лиги Глухаря 3-3. По словам организаторов, участие в турнире приняло около 60 спортсменов. Игры проходили в течение одного дня и были приурочены ко Дню защитника Отечества. В завершении выпуска о погоде. В последнюю неделю календарной зимы характер погоды не поменяется. Как отмечают синоптики, ожидаются снегопады и резкие перепады температур. И если в понедельник еще тепло, то со вторника на севере, а со среды и на юге в ночные часы ожидается -18, -25 градусов. На крайнем севере -28, -35. Днем на большей части территории температура воздуха будет около -15. На крайнем северо-востоке -22, -27. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.